Здравствуйте, меня зовут Екатерина Михайлова. Это «Диалог в студии», программа открытых вопросов и ответов. Контактный телефон в Камрате 249-60. Можете смотреть нас в Фейсбуке и на Ютубе, оставлять свои комментарии, задавать свои вопросы. Мы продолжаем обсуждать важные события в Гагаузии и Молдовы, и каждый ваш звонок и комментарий поможет разговору быть искренним и активным. Сегодня у нас в студии Николай Дудогла, депутат Народного собрания Гагаузии, лидер Гагаузской народной партии. Николай Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. А также Иван Кальчик, заместитель председателя Гагаузской народной партии. Иван, здравствуйте, рад вас приветствовать. Добрый день. Сегодняшняя встреча в студии ГРТ не случайно, она была инициирована по вашей просьбе. Да, вы обратились с письмом, потому мы предоставляем эту площадку для того, чтобы осветить политическую ситуацию, о которой вы хотели заявить, ну и, безусловно, раскрыть еще некоторые моменты. Последние месяцы в Гагаузии отмечены, скажем так, высокой политической турбулентностью, потому как можно увидеть и наблюдать конфликты в Народном собрании Гагаузии, то есть это, можно сказать, внутренние конфликты, ну и, конечно, до тупиковой ситуации с центральными властями, которая так и не смогла никак выйти, раскрыться тоже. Многие жители Гагаузии говорят о кризисе доверия и отсутствии стабильности. Как вы оцениваете текущую политическую ситуацию, Николай Иванович? Уважаемые наши телезрители, слушатели, большое спасибо за приглашение, потому что я думаю, чем чаще мы будем приходить, тем больше мы сможем озвучивать, говорить не только наше мнение, но говорить мнение всей нашей партии. Мы представляем Гагаузскую народную партию, партия, которая была зарегистрирована примерно полгода назад, и скажу, что в рядах Гагаузской народной партии сегодня более 3000 человек, которые люди вступили, а сейчас наступает время выборов, что я думаю, что 27 числа все-таки в Народном собрании мы назначим дату выборов, и снова же мы не можем точно сказать выборов Народного собрания Гагаузии, или же это будет и Народное собрание, и башканские выборы. Подождем до 27-го, будет ясно. Поэтому Гагаузская народная партия, естественно, что начинает более активно свою работу. Если, сказать наше мнение о ситуации, которая есть, я скажу, что ситуация та, которая сегодня есть, никогда не была. Потому что Гагаузия осталась без легитимной власти. Если Башкан Гагаузии сегодня осуждена и идет апелляционная палата, и мы не знаем, как она закончится, то у нас и председатель Народного собрания ушел в отставку. И фактически руководителей Гагаузии сегодня нету. И все больше и больше слышится сегодня с различных информационных агентств, что внешнее управление, очень много то, что невозможно вообще сделать, потому что все-таки мы живем в стране, есть конституция, есть закон о своем правовом статусе, есть уложение Гагаузии, есть законная часть, то есть что возможно, что невозможно. Многие предлагают то, что нереально вообще. Я считаю, что мы должны идти чисто вернуться в законное поле. Вернуться в законное поле. Вы говорите вернуться, Николай Иванович, получается, я почему говорю вне, сейчас вне законного? Я хотел бы продолжить. Вернуться в законное поле, потому что я считаю, что эти последние 2 года виноваты в этом и мы все, и жители Гагаузии, и лидеры Гагаузии, виноваты и Кишинев, и руководство Кишинева, республики. Все мы виноваты то, что произошло у нас в Гагаузии. Потому что когда шли у нас башканские выборы, я баллотировался на эти выборы. И я скажу, что в первом туре, куда мы только не трубили, что творится в Гагаузии. Гагаузию закидали деньгами. Никто не обращал внимания. Почему? Потому что один из кандидатов был близок к центральным властям. И в тот момент неясно было, а кто же выиграет? А когда выиграл другой человек, вот и все началось. Я не буду возвращаться всяким этим моментам. Хочу сказать, что, конечно, то, что произошло в Гагаузии, это должен быть уроком на всю жизнь для наших жителей. Мы не должны отдавать свою родину на управление другим людям. Потому что, не секрет, что сегодня с Гагаузией фактически управляют люди, которые не проживают в Гагаузии. Да? Сегодня даже те, которые были в Гагаузии и были в каких-то управлениях или в руководстве, многие уехали. И сегодня можно сказать, что у нас остался один исполняющий обязанности Башкана, или первый заместитель, правильно, который, я вижу, он старается, он один старается. Но то, что мы видим, конечно, Гагаузия не сама сегодня
командует, развивается, это все равно идут какие-то сигналы со стороны. Поэтому сегодня нужно четко остановиться, не вспоминая вчерашний день, не залезая далеко в грязь, потому что я не хочу сегодня кого-то обвинять, потому что тут же начнут и нас обвинять, и правильно сделать, потому что мы все в этом виноваты. Поэтому хочу сказать, что чем быстрее мы сегодня наметим наши выборы, тем быстрее мы пойдем, еще раз повторяю, в законное поле, которое, в дальнейшем, как говорится, мы сможем правильно выбрать и руководство Гагаузии, и руководство Народного собрания, и начинать новые отношения с Кишиневым. По отношениям к Кишиневу скажу одну так, что, слышу от некоторых политиков, которые, я приветствую, говорят, что с Гагаузией нужно улучшить отношения, более усиленно начинать работу для того, чтобы развивать гагаузский язык, для того, чтобы сблизить наши народы. Но тут же появляются ястребы, и в первую очередь это СМИ, которые близкая к центральным властям, которые тиражируют, что они после выборов стали победителями. Вот они стали победителями, вот Гагаузия такая. Нет, здесь не должно быть сильный. Вы знаете, я учился в интернате, потом очень долго тренировался, и сегодня являюсь тренером. И я знаю по жизни, что всегда первый руку протягивает кто сильнее. Не слабый, а кто сильнее. Гагаузия сегодня слаба, к сожалению. То, что случилось с Гагаузией, не будем далеко уходить, но я считаю, что Гагаузия на определенное время была просто захвачена, поэтому мы не смогли фактически, ничего как-то противостоять этому. Потому что то большой ресурс, который пришел в Гагаузии, он просто прошелся по Гагаузии. Я вам скажу, что многие простые люди, это не то, что поддерживали кого-то. Бедный регион, где нету людей, чем заплатить за энергоресурсы, вот он и использовал, а их использовали. Вы охватили достаточно много проблем и аспектов в своей приветственной вступительной речи, Николай Храмович, но следует ли понимать, что вы не рассматриваете внешнее или временное управление в Гагаузии? Как вариант, как выход из ситуации? Абсолютно не рассматриваю. Я считаю, что это противозаконно. И мы должны четко, открыто давать сигнал центральным властям, что это недопустимо. Никаких внешних управлений не должно быть. Да, я поддерживаю, когда слышу, что будут назначены следующие выборы, и обязательно силовые структуры, имеется в виду МВД, и все фискальные органы будут контролировать для того, чтобы не было коррупции, не было подкупа. Я очень приветствую и считаю, что не надо бояться выборов. Потому что говорят, что сетка, шора, не знаю что, выборы назначить. Те, которые будут покупать голоса, тут же будет какая-то коррупция большая, коррупция, их нужно снимать, просто снимать с выборов и все, согласно законодательству, которое есть. И тогда останутся те, которые реально пойдут со своими программами, со своими командами, Гагаузская партия пойдет на эти выборы, тогда мы сможем действительно отстаивать себя. Поэтому не надо ничего бояться. Вот возвращаясь в двухлетнюю давность, так скажем, вы когда баллотировались, вы тогда говорили о том, что вы видели очевидные вещи происходили, и вы видели коррупционные схемы, которые были разработаны в период избирательной кампании, но вы никуда не обращались, так же, как и те, кто был я вам скажу, что кандидатов. В Гагаузии особо люди не любят этим заниматься, хотя нужно. Но я скажу так, что во втором туре, почему я говорю, что и мы виноваты, что во втором туре, в принципе, вышло два кандидата, которые представляли, две команды, две партии. Да, Евгений Гуцул со стороны Шора, тогда была партия Шор, и Григорий Узун, социалист. И, в принципе, нам больше выбора не было, было два человека. Выбери Узуна или выбери Гуцула, что лучше. Поэтому мы, зная, что Дадон нам привел бывшего башкана Гагаузии, от которого еле избавилась Гагаузия, приводя нового башкана, мы его не хотели. И даже сегодня, я вам скажу честно, что вот сейчас, когда встречаюсь с многими людьми на базаре, на улице, и некоторые говорят, Николай Иванович, наверняка не надо было поддержать Евгения Гуцул во втором туре, потому что в первом туре я сам баллотировался. И я говорю, может, вы и правы, нужно было, наверное, поддержать Григория Узуна. А я тоже говорю, вы что, наверняка вы правы были все-таки, что Гуцул. То есть они были на одинаковый момент, тот момент. А вы для себя как решили? Потому что нет, я против Узуна ничего не имею, где-то даже мы с ним общаемся, как в нормальных отношениях. Но он тогда, он был с командой Дадона.
А Дадон до этого уже приводил нам Башкана в Гагаузии, потом между ними они переругались, помните, Ирина Влас с Дадоном, переругались, не разговаривали, правда, сейчас снова они объединились, правда, сейчас снова переругались и все тому подобное. Поэтому мы не хотели вот такого отношения. Иван Федорович, относительно проблем, которые сегодня присутствуют в обществе, которые сегодня связаны непосредственно с политическим классом, какие вы видите ключевые проблемы в работе гагаузских институтов власти и какие вы считаете наиболее серьезными? Почему Гагаузия оказалась в столь затяжных политических конфликтах? Добрый день еще раз, спасибо за вопрос. Я хочу немножко вернуться назад, и тут Николай Крамович сказал о вине, да, вот о вине властей, гагаузских, и молдавских. Я все-таки склонен считать, что львиная вина лежит на гагаузской власти, потому что вот отойдя от законного поля, да, вот мы вышли. Дело в том, что этим воспользовалась правящая центральная власть. И обижаться на центральную власть за это, они делают свое дело. Этого мы не делаем. Дело в том, что когда сегодня, когда вот мы слышим с каждым разом на протяжении 5-6 месяцев глава администрации, госадминистрации всегда говорит о внешнем управлении, мы же знаем, это все противозаконно. Но они думают так, если вы вышли из законного поля, да, вы в стороне, вы нарушаете не соблюдаете свое уложение, мы плевали на ваш закон. И на наш тоже, потому что закон об особом правом статусе это закон Республики Молдова. И 30 лет, вот осталось вот у нас это 30 лет, вот мы все сидим, вот в этих партиях мы видим, что все партии, которые приходили с обещаниями в Гагаузию, все просто использовали гагаузский народ. Просто-навсего использовали. И сейчас я возьму на себя смелость, скажу, что на самом деле вот Николай Иванович сидит рядом, это было мое предложение, вот поддержать Гуцул. Вот так это с чего-то, потому что на самом деле против Узуна мы ничего не имели, я лично ничего не имели, но дело в том, что мы знаем, что на протяжении 8 лет мы остались без деконцентрированной службы, мы остались без налогов, это было при помощи Дадона. И все, что сделала для нас социалистическая партия, это надела на шею Гагаузии петлю, которой мы стали задыхаться. Сегодня мы обязательно должны от этой петли избавиться. И вот хотя надежда была, что все будет по-другому, что придет Гуцул, может быть, и что-то изменится. Но фактически ничего не изменилось. Все продолжалось, продолжается, как и было при Ирине Федоровне Влах. Гагаузия осталась в стороне, а Гагаузии вот эти все, вот то, что вот говорят и делают, вот мы сделали 150 километров дороги, мы сделали... Людям есть нечего. Людям платить нечем за энергоресурсы. Поэтому что в первую очередь я хочу, чтобы народ наш жил. Поэтому сегодня мы видим вот это, хотя Гагаузская народная партия предложила площадку, предложила объединиться всем политическим деятелям, всем общественникам, встать на защиту нашей Гагаузии, то есть подготовиться к завтрашним выборам, чтобы практика прекратилась, 30-летняя практика прекратилась, что мы всегда будем опираться на какие-то партии, которые в дальнейшем нас используют. Пример тому я могу привести, пожалуйста, и в данном созыве, и прошлые созывы, когда в парламенте Гагаузии находятся 3-4 фракции разных партий, мы видим, нет порядка. Мы видим, что уложение нарушается. Мы видим, что некому заступаться за автономию нашу, за наш народ. И каждая фракция отстаивает свои интересы и интересы своей партии, но не Гагаузии. Это факт. Поэтому мы должны, и мы хотим это очень сильно, хотим эту практику прекратить. Мы хотим, сегодня дали клич по всей автономии, чтобы все
для кого на самом деле Гагаузия это не просто звук, да, вот, а именно жизнь, что вот и будущее детей, внуков, чтобы именно никакие молдавские партии, а прийти, даже пускай не входят в нашу гагаузскую партию, пускай не будут членами партии, но станьте на защиту Гагаузии. Партия поддержит любого кандидата. Мы этого очень сильно хотим, потому что если сегодня этого мы не сможем сделать, хотя нам очень сильно и мешают, то, что вот говорят о внешнем управлении, это противозаконно. Это противозаконно. Есть это. Но сегодня, скажите, пожалуйста, сегодня есть сотни примеров, где делается противозаконно. И это делается. Противозаконно это делать, и никто на это не обращает внимания. Вот почему никто не обращает внимания? Идет избирательный процесс 1, идет избирательный процесс 2, проходят выборы, начинается жизнь. Вот проснулись силовые структуры сегодня, я смотрю, что дело коррупции, сегодня проснулись, и вроде мы видим, что на этот раз, скорее всего, что эти выборы уже пройдут чуть по-другому. Выборы в Народное собрание. Я хотел чуть-чуть добавить. 15-го Николай Халапович, вы продолжим? Да. Вы продолжите после того, как звонок Хорошо. примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Добрый день, Константин Васильевич Сидят-Кишникёй. Добрый день. Я хотел бы вступить в диалог. Начало программы я немножко пропустил, но я обращусь сперва к Ивану Федоровичу. Иван Федорович, вы помните хорошо тот день перед башкирским выбором, когда вы выступали в этой же студии. Вам задал один очень такой вопрос, который поднимает очень тяжкие последствия. Помните, Мария Ивановна Кузнецова, свыше 90 лет ей, она задала вам вопрос, но хотя она должна была этот вопрос задать всем депутатам Гагаузии, бывшими, то, что сейчас у власти, и в том числе исполнительной власти. Она задала вопрос, где наши все эти предприятия, учреждения, которые мы создавали со времен СССР. Вот эта женщина, я ее помню. И вот насчет этого, когда мы говорим, что защищать Гагаузию, Гагаузию защищать не нужно. Нужно защищать свои права и отстаивать свои права. Вот на основании этого есть закон Республики Молдова. Называется закон такой. Константин Васильевич, мы вас очень просим не цитировать сейчас законы, просто назвать, как называется закон, и все. Времени просто очень мало. Я понимаю, что времени мало, но времени ограничьтесь, много. Пожалуйста, названием закона. Сейчас так, вы не пытаетесь меня увести от волнующей проблемы, животрепещущей проблемы. Закон номер 824 от 24 декабря 1991 года об индексации денежных доходов населения. Что это означает? Все денежные доходы, которые имеются в виду банковские вклады, в том числе имущественные права. Вот с начала становления Гагаузии все то имущество, которое принадлежало нам и по этой варварской премонетизации, мермонетизации, мы в Гагаузии по сегодняшний день от этих имущественных паев не получаем никакой оплаты. А все это происходит. Для чего нужна тогда Гагаузия вообще, и эта власть у нас в Гагаузии? Чему мы стараемся? Вопрос? Большое спасибо. Зачем за Гагаузия? Вопрос. Гагаузия нам, во-первых, необходима. Не будет нашей Гагаузии, мы просто-навсего растворимся. Мы просто растворимся среди... Потеряем свою нацию, идентичность. Да, мы просто исчезнем, как гагаузы. Это очень больно. Поэтому я скажу вам, что... Поэтому мы создавали Гагаузскую республику в тот момент, да, 35 лет назад, для того, чтобы именно не исчезнуть, не потеряться, не раствориться на этой земле. Это очень важно. То, что мы не сделали, для чего мы создали Гагаузию, да, не развиваем свой язык и того прочее, это уже вина наша.
личная вина, вина нашего руководства. А на ваш вопрос, то, что вот когда женщина задала вопрос, к великому сожалению, скажу, что я никогда не был у власти, я не был ни в исполкоме, ни в Народном собрании, и это было не в моих компетенциях, этот вопрос как-то решать. Но для этого есть мы, есть наши депутаты. В первую очередь этот вопрос должен был быть чешмекёйскому депутату, чтобы он этот вопрос поднял и продвигал интересы народа, своего населенного пункта. Это, я понимаю, что это больно. Я чуть-чуть добавлю, просто чтобы уйти от этого вопроса. В первую очередь, я приветствую, что есть активные люди и вспоминают. Действительно, это проблема, и это проблема, которая, много людей потеряли все из-за этих программ Апамент и все остальное. Но это государственная программа. Это не гагаузские законы, по которым вот мы приняли и мы пошли. Это, в принципе, происходило по всей Республике Молдова. Поэтому Гагаузия сама не исполнять эти законы просто не могла. Поэтому и зашли в тот тупик, который сегодня по сегодняшний день не могут разобраться. Колхозы, распались, кто-то это имущество забрал, кто-то использовал, а сейчас, когда это все устарело, раздают людям, где колесо, где телегу, где не знаю что, а сами уже купили новые комбайны, новые трактора. Но, к сожалению, исправить это, нужно говорить честно, мы это не можем, потому что, в принципе, эти программы шли не от Гагаузии, а от правительства Республики Молдова. Вы говорили, Николай Харламович, ранее о необходимости объединить патриотические силы и даже о возможности создания единой команды, и об этом вы говорили здесь у нас в студии. А вот после первого круглого стола, говорю первого, потому что вы уже анонсировали и второй, и третий, этот первый круглый стол состоялся 15 ноября, меньше чем 10 дней назад. Вот это ваше высказывание, оно стало более реальным или меньше? И на каком этапе, сейчас процесс объединения? Скажу, что это очень хорошая идея, и мы, в принципе, пригласили на круглый стол представителей различных команд. Мы отнеслись к этому не как приглашать какие-то партии, а как личности, потому что все эти жители Гагаузии, неважно, какая они команда, какая это партия, мы знаем этих людей, потому что частенько бывает такое, что человек находится в одной команде, через полгода, через год уже в другой. Поэтому нас интересовало, что те люди, которые, в принципе, прошли какой-то путь, были в становлении Гагаузии, кто-то был примаром, кто-то депутатом, кто-то башканом, председателем. То есть за ними очень богатый опыт, с которым мы могли бы посоветоваться, поделиться своим мнением, для того, чтобы действительно призвать Гагаузию, для того, чтобы действительно исправить ситуацию, чтобы не было так, как в прошлый раз я сказал, что снова будет две партии, как говорится, во втором туре, и нам всем придется просто их выбрать, кого-то из них поддержать. И кого не поддержи, в конечном итоге мы и ошибаемся. Поэтому сегодня, имея возможность, мы пригласили всех для того, чтобы сесть и подумать. Хотя мы сегодня представители Гагаузской народной партии, мы предложили, что Гагаузская народная партия в том числе готова войти в блок, коалицию, неважно как мы его назовем, коалицию патриотических сил Гагаузии, куда войдут и партии, и общественные организации, и просто лидеры, физические лица, для того, чтобы собрать большую команду, и идти вместе с этой командой и на выборы Народного собрания, и выбрать единого кандидата башкана Гагаузии. Тогда, патриотические силы Гагаузии, и, как мы называем их, патриоты, и просто честные, порядочные люди, которые хотят изменить ситуацию у нас в Гагаузии, будут иметь возможность действительно что-то изменить. Скажу про Народное собрание этого созыва. Я депутат Народного собрания этого созыва. Так получилось, что с первых дней мы, когда выбирали руководство Народного собрания, плюс председателя комиссии, тогда я считаю, что был захват власти в Народном собрании Гагаузии. Одна группа, которая пришла к власти, захватила, создала большинство, и вторую группу просто вывела в сторону. Вот мы 4 года пришли на свидание, посидели, руки подняли или не подняли, согласились, ушли. Мы не работаем там, мы, в принципе, не получаем зарплату. Большинство – это группа, которая все сидят в кабинетах, все имеют машину, и все строго выполняют команду ФАС. Да, им
значит, руководители говорят, нужно голосовать так, они тут же голосуют. Да, может быть, не все, может, они где-то что-то оспаривают. Но вторая часть группы депутатов оказалась не у дел. Да, мы можем отрицать. Почему идут все время скандал? Потому что мнение второй группы не слышится. Мнение второй группы даже не рассматривается. Многие депутаты даже предлагали законодательств, которые даже не рассматривались в Народном собрании. Один из моих тоже, значит, инициатив, это было по циклу, по гагаузскому циклу, потому что мы хотели его сохранить. И, в принципе, закон, который давал возможность урегулировать те моменты, шероховатости, которые там были. Но его даже не вывели на рассмотрение. Просто, значит, отменили, распустили Центральную избирательную комиссию, а сегодня пришли к тому, что она нам нужна, и возможно, что сейчас, после решения Высшей судебной палаты, мы вернемся назад, и все средства, то, что мы должны были по зарплате, штрафные санкции, все это оплатится. Это к тому, что большая группа депутатов, фактически, став депутатом Народного собрания, не имела никакой возможности работать в Народном собрании для пользы региона, потому что мы были в меньшинстве. Сейчас очень важно, сверхважно, собирая команду, которую мы предлагаем, что представители со всей Гагаузии. Я еще раз повторюсь, чтобы все реально понимали. Мы вступаем в эту команду Гагаузская народная партия. Кто-то вступит в общественные организации, кто-то просто человек, который хочет поддержать, или он кандидат в депутат, он хочет баллотироваться, и он сразу хочет быть в группе людей, чтобы не остаться одному. Потому что если он останется один, то в следующем народном собрании он снова будет, как и мы сейчас, в группе, которая никому не нужна. Мы депутаты, но мы ничего не решаем. Еще один вопрос поступил по телефону, попрошу вас надеть наушники. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Представьте, будьте добры, и ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Николай Харламовича знаю не один десяток лет. Спасибо. Сейчас только что услышал фразу такую. Мы поддержали ГУЦУ. Николай Харламович патриот Гагаузии. Он знал прекрасно, что этот человек некомпетентный, что он не потянет эту Гагаузию. Но дело принципа пошло, чтобы не прошел, пускай любого поймали бы, поставили бы, он был согласен бы, только не Григорий Узун. Он прекрасно знает, что если Григорий Узун был бы сегодня у власти Башкан наш Гагаузии, такого беспредела не было бы. Дудогло об этом очень прекрасно знал вперед. Это ваша позиция. Спасибо. Спасибо. Да нет, я вам скажу, что абсолютно не сыграло, что Григорий Узун. Григорий Узун я нормально относился. Но я еще раз скажу, что позиция здесь четко была, что за Григорий Узун был Дадон. Дадон, который привел нам Ирину Влах, и мы видели, что из этого вышло. Ну и дополнительно я скажу, что оба кандидата в тот момент не имели богатого опыта в Гагаузии. Это как бы их немножко ставило в одну позицию. Дайте я дополню. Да, пожалуйста. Уважаемому нашему гостю я скажу, что буквально, наверное, память коротка у многих. Я хочу напомнить вам при поддержке господина Дадона, как проходили выборы в Гагаузии, когда проходили выборы башканские, да, которые работали до 12 и до 5 часов утра, не закрывались избирательные участки. Это все было, это было все при помощи, при поддержке Дадона. Поэтому никакого сегодня ставить ГУЦУЛ или ставить Узуна, к Узуну не было у нас ничего абсолютно. Уважение и сегодняшний день тоже уважение, но факт то, что видя то, кто протеже Григория Узуна, поэтому Дадону мы всегда сказали, что Дадон надел петлю на шею Гагаузии. Это была его заслуга. Поэтому ни в коем случае мы не можем допустить больше социалистов взять Гагаузию власть. Я бы попросила корректно относиться. Это все-таки достаточно веское обвинение. Это факты. Это факты. Но это вы считаете, что это факты? У вас есть доказательства этих фактов? Скажу один факт. Очень такой факт, который знает вся страна, то и что. Когда Дадон проиграл президентские выборы, первое его было выступление, когда он вышел, дал пресс-конференцию, он сказал, что ничего мы страшного нет, мы проиграли здесь, но мы возьмем Гагаузию.
Мы будем говорить большей частью о том, что сейчас происходит, и и о перспективах, которые ждут и Гагаузию, и ее жителей. Сейчас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, Кангас, Статов Кирилл Кириллович есть такой. Слушаем, Кирилл Очень Кириллович. приятно. Уважаемая Екатерина, уважаемые гости передачи. Вы говорите на сегодня вновь о выборах. Вернемся в прошлые выборы. Тогда выдвинулось 7 человек с маленькой автономией. Я был, Николай Харламович, у вас, тогда говорил, и был очень поезжий, что народ вас не поймет. Соберитесь и определитесь, и пусть останется 2 человека, чтобы народ вас понял, что вы идете именно для блага Гагаузии автономии. Но не слушались, не прислушивались к моему мнению. Народ разозлился, никакой подкуп, разозлился, и пошли на упрек ко всему, и вы избрали Гуцула. И вопрос у меня такой. Как на следующие выборы планируете вновь хуртом 15 человек выдвигаться, или соберетесь и определитесь из лучших или худших, самых лучших? Спасибо. Ну вот, в принципе, мы подходили этим к как этому раз вопросу. и занимаемся. Вот провели первый круглый стол для того, чтобы объединить в Гагаузии все силы, которые есть у нас, для того, чтобы выбрать единого кандидата Башкана Гагаузии и пройти депутата Народного собрания в одной команде. Что из этого получится, мы скоро увидим. Был первый круглый стол, в принципе, он прошел, я скажу, что неплохо. Да, мы смогли после этого организовать группу, инициативную группу, которая, в принципе, в субботу уже встречалась, и мы проработали над повесткой, которая составлена для второго круглого стола, который пройдет в Чедерлунге 30 ноября. Поэтому мы приглашаем всех заинтересованных лиц, всех наших политиков, всех людей, которых интересует будущее Гагаузии, тех людей, которые думают баллотироваться в Башкана Гагаузии, депутаты Народного собрания, для того, чтобы мы могли встречаться, могли говорить и объединяться. То, о чем вы сегодня говорили. Если у нас это получится, конечно, у нас будет общий кандидат и Башкана, у нас будет единая команда и выборов в Народном собрании. Если мы все-таки не сможем договориться, что же, мы с собой оставляем тогда за собой право. Гагаузская народная партия пойдет со своими кандидатами в депутаты в каждом населенном пункте, естественно, что и со своим кандидатом Башкана Гагаузии. Но еще раз повторюсь, что мы с Иваном Федоровичем делаем все возможное для того, чтобы наша партия не шла отдельно, а чтобы мы смогли образовать коалицию, куда смогут войти все, объединившись. Поэтому мы не преследуем сегодня, что обязательно кандидатом Башкана будет представитель нашей команды. Или по всем населенным пунктам пойдут депутаты те, которые мы предложим. Нет, давайте смотреть, кто сильнее, кто лучше, кто больше заслуживает. Но это нужно обсуждать. Поэтому мы к диалогу готовы. Мы поэтому и предложили такой диалог. И первый стол прошел. И скажу, что в принципе там были довольно-таки очень авторитетные лидеры, и Башкана Гагаузии, председатели Народного собрания, и начальники управлений. Скажу, что первый шаг сделан хорошо. То, что будет дальше, поживем, увидим. Очень надеемся, что все-таки сможем договориться. Но, хорошо зная Гагаузию, еще раз говорю, что самое лучшее, что может произойти, это мы пойдем со своей командой, то есть со своей партией. Рассматриваете ли вы новые лица в этом? Конечно. Мы для этого... Не просто новые, а молодые. Мы специально сделали вот это все. Во-первых, у нас даже в наших рядах более 30% молодежи. Потому что мы прекрасно понимаем, что молодежь должна взять власть и руководство Гагаузии. Мы просто им пример, мы им поддержка, а они должны завтра этим заниматься. Поэтому... и некоторые параметры, о которых уже сегодня говорим. Потому что есть разные политики, разные лидеры, разные взгляды. Что мы говорим, что наша позиция, потому что каждый имеет свою позицию, мы их соберем вместе. Наша позиция при нашей команде, для того, чтобы баллотироваться Башкана Гагаузии, кандидат Башкана, мы считаем, что должен жить в Гагаузии.
ну, хотя бы 4 года прожить в Гагаузии. До выборов. До выборов. Быть, ну, как вы знаете, менталитет гагаузов, ситуация, которая у нас есть, для того, чтобы став башканом начать работать. Только ли башкан? Нет, второе. После выборов, когда закончится, он станет башканом Гагаузии, чтобы он нам обещал, что еще 4 года останется в Гагаузии. Чтобы он после того, когда его выберут башканом, он еще раз мог пройтись по населенным пунктам, чтобы вы увидели, выполнил он свою программу или нет. Это одно. Второе. Обязательно, речь идет, что все время молодежи, я поддерживаю, я готовлю большую группу молодежи. У нас есть, кстати, что группа, которую мы готовим на эти выборы. Но здесь очень важно, потому что мы говорим о целом регионе, да, гагаузской автономии, чтобы этот человек имел опыт работы. Потому что у нас получилось, что мы берем неопытных людей, а потом требуем с них работы. Да, человек должен иметь богатый опыт государственной работы, до этого работать в государственных учреждениях. Человек, который должен быть узнаваем в стране. Человек, который может идти в посольство. Человек, который может встречаться премьер-министром, председателем парламента, президентом страны и иметь равный диалог для того, чтобы решать судьбу Гагаузии. Потому что если мы пойдем к тому, что мы вроде бы хотим как бы лучше, сегодня выведем новое лицо, но человек, который абсолютно не готов к тем вещам, о которых мы говорим, то 4 года он только будет учиться этому. А время-то пролетит. А тем более, что сегодня самое сложное время для Гагаузии. Сейчас придется очень много отстаивать. К сожалению, доверия Кишиневу Камрату нет, как и Камрата Кишиневу нет. Поэтому это доверие для того, чтобы она пришлось, нужно действительно, что очень опытный политик, который будет где-то иметь и компромиссы, где-то иметь возможность чувствовать эту ситуацию для того, чтобы наладить нормальные отношения, снять все эти проблемы, которые сегодня есть. Потому что мы видим, что сегодня для того, чтобы вернуть дипломатический корпус Гагаузии, для того, чтобы вернуть международные организации, нам придется международным организациям, посольствам аккредитованной Республики Молдова, доказывать, чтобы нас приняли к диалогу, что мы не захвачены кем-то, мы не управляемы кем-то. Поэтому эта группа, которая сегодня создается, вот хотел на этом остановиться, потому что вы о какой сейчас говорите группе? Первый круглый стол прошел, и образовалась уже группа, потому что некоторые журналисты, уже стали бабами-вангами, уже начали говорить, за эти группы стоит те-то, за этими группами их создали те-то. Абсолютно никто нас не создавал, абсолютно никто за нами не стоит. За нами сегодня есть предложение Гагаузской народной партии собраться для того, чтобы действительно обсудить и выйти на башканские выборы с одним кандидатом и действительно самых достойных отобрать для того, чтобы баллотировать народное собрание. И не получилось, как сегодня, что кто-то захватит снова народное собрание, кто-то исполком, а через 4 года снова будем, как говорится, кричать. Хочу добавить еще, что вот именно... Очень коротко, Иван Федорович, звонок еще один есть. Цель нашей программы партии именно показать сильную Гагаузию, единую Гагаузию показать, понимаете? Дело в том, что показав сильную единую Гагаузию, все, вот именно, как сказал Николай Иванович, и дипломатические миссии, и центр, все, они увидят единую сильную Гагаузию, будут с кем говорить. Сегодня в Гагаузии говорить не с кем. Потому что Гагаузия разорвана. Если в Гагаузии говорить не с кем, то и в Кишиневе к получается сожалению, А вы как считаете? Надеемся, мы первый надеемся. Круглый стол дал понять, что есть. Разговор начался уже. Потому что, посмотрим, что дальше будет. Именно Давайте послушаем вопрос, который к нам поступил по телефону, узнаем, кто и откуда. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Иван Николаевич Бессараб, Кангас. Очень приятно. Я бы хотел задать вам такой вопрос, Николай Харлампович. Сегодня ситуация очень сложная вокруг ЦИКа. Почему? Потому что если мы не сможем отстоять ЦИК, и ЦИК будет подчиняться Кишиневу, то не надо баллотироваться вообще в депутаты, потому что ни один оппозиционер, настоящий оппозиционер, не попадет в народное собрание, попадут только те, кого поставит ПАС. Почему? Потому что если действительно патриоты будут подавать на депутата, их найдут под любыми предлогами, их снять оттуда. Но это вопрос такой щепетильный. Но самое главное, что я хочу сказать. Мы видели вашу работу 7-го созыва. Она отвратительная. Я сейчас не буду конкретизировать того или иного депутата. Вам не кажется, чтобы для того, чтобы Гагаузия была рукопожатным, в Кишиневе нужны свежие силы? Может, вы поговорите с вашими коллегами
И вы не будете баллотироваться, те, которые в этот 7-й созыв опозорили Гагаузию полностью. И пойдет молодежь. Из-за вас, вот эти те, которые вы уже укоренились, некоторые по 4 срока, некоторые по 5 сроков, и все, Гагаузия хуже и хуже. Может, и прекратит они же, пойдет молодежь. Как вы смотрите на это, чтобы пошел молодежь? У нас есть очень много грамотных ребят, очень много достойных ребят, которые, я думаю, что справятся. Спасибо большое. Я полностью приветствую, что должна идти молодежь. И мы на это собрание, я вам скажу, пригласили очень много молодежи. Но, к сожалению, только 2 человека были шедерлунги. Молодежь сегодня, к сожалению, не особо идет там, где есть политика. Они чуть занимаются чем другим. Но очень надеемся, есть еще время. Мы их приглашаем вот 30 числа на встречу в Чедерлунгу. Но хочу господину Бессарабу сказать. Вы сегодня обвиняете 7-й созыв. Вы отлично знаете, что я в оппозиции. Что я мог там решать? Вы не выходили с кабинета председателя Народного собрания. Вам предоставляли возможность каждую неделю в зале Народного собрания проводить прямые эфиры. Так я скажу, что вы часть этого 7-го созыва. Может, скажу, что именно рупор 7-го созыва, которые получали команду, и то, что вы выходили и говорили. Ни в коем случае не обвиняя. Поэтому не вам обвиняйте 7-й созыв Народного собрания. Вам и как всем депутатам Народного собрания сегодня нужно об этом не говорить, а просто делать выводы. К сожалению, работа не пошла. Вы наверняка нас не слушали сначала, потому что Народное собрание, руководство было захвачено. Часть депутатов остались за бортом. Если говорить про ЦИК Гагаузии, я об этом говорил, и сегодня я тоже об этом останавливался, что никто не предлагает, что ЦИК кому-то подчинялся. ЦИК не должен подчиняться ни Гагаузии, ни Кишиневу. Никому ЦИК не должен подчиняться. ЦИК должен быть правильным, честным, для того, чтобы выбрать честных депутатов Народного собрания. Но сегодня у нас, в принципе, и в законе Кишинев не может назначать нам членов ЦИКа. Да? И пошли в том варианте, насколько я понимаю, что сейчас, скорее всего, то, что об этом я и говорил, предлагал на прошлых сессиях, что после суда, где есть, по-моему, уже есть решение суда, что ЦИК, который был в Гагаузии, который Народное собрание его учредило, суд признал, что их фактически закрыли незаконно. Поэтому, скорее всего, что у нас ЦИК будет это именно первой тот ЦИК. инстанции сейчас, да. Не, я, по-моему, сейчас уже вторая, кажется, есть. Ну, не будем спорить. Но первая инстанция была. 26-го будет, потому и 27-го определили. То есть 26-го будет. Ну, да, уже, в принципе, все говорят об этом, что, скорее всего, что суд признает, что решение Народного собрания было неправильным, то, что ликвидировало ЦИК. Потому что если оно будет по-другому, 27-го нам нечего будет выбирать, потому что ЦИКа не будет. ЦИК может быть только если 26-го, я точно не знаю дату, но если вы точно знаете, значит 26-го суд примет решение, что Народное собрание неправильно распустило Центральную избирательную комиссию Гагаузии. Тогда Народное собрание примет решение, и тем больше есть решение суда, назначить дату и вернуть этот ЦИК на работу. Это ЦИК, который проводил в Гагаузии выборы и Башканов, и следующие башканские выборы, и прошлые башканские выборы, и депутатские выборы, поэтому ничего там не поменяется, те люди, которые есть. А если кто-то ушел в отставку, это, в принципе, они будут предложены с Народного собрания, исполкома и судебных органов, а голосовать за это будут депутаты. Не Кишинев, снова же мы, потому что у нас все время модно говорить, что Кишинев все это сделал. Николай Харламович, но здесь есть нюанс. Этим людям нужно будет выплатить заработные платы за все эти месяцы, которые они не работали, потому что это незаконно. Вот поэтому это первое. Но если было бы очень справедливо, если вот эти бы заработные платы, все эти финансовые издержки, кто же должен будет выплатить Народное собрание, должны выплатить те депутаты, которые голосовали за распуск ЦИКа. Это было бы очень правильно. Это было бы правильно, но в законе нет такого. В законе нет такого. К сожалению, это была большая ошибка, что распустили ЦИК. Опять же, вот эти деньги идут из карманов налогоплательщика. Да. Значит, люди принимают законы, которые идут во вред нам, жителям автономии, вообще целой автономии, а потом расплачиваемся мы. Это совсем несправедливо и неправильно. Вот поэтому я всегда говорил, что 5-й, 6-й созыв, Иван Николаевич, вот вы, если бы посмотрели бы получше, и 5-й, 6-й созыв дал начало разгрому Гагаузии. Именно при власти госпожи Влах
и потом уже пришла вот новая команда, и все это продолжается. Поэтому не надо сейчас говорить, что 7-й созыв довел до ручки. Нет, ручка началась еще в 5-м созыве. А смена руководства Народного собрания Гагаузии стала одной из самых обсуждаемых тем, одним из самых обсуждаемых событий. Отставка спикера вызвала достаточно много вопросов. Как вы среагировали на это, Николай Харлампиевич? Какова ваша оценка отставки спикера? Вы знаете, я очень хорошо знаю Дмитрия Георгиевича Константинова. Я уже и в прошлый раз сказал, что уже время ушло, что мы ругались, обвиняли друг друга. Поэтому скажу, что я не до конца понял, он ушел в отставку или нет. Потому что он как-то выразился, что вроде бы как отставка, но 90 дней у него еще время. Ну, он в четверг уже будет точно да, ясно, он ушел когда в будет отпуск заседание или НСГ. ушел, подал в отставку. Ну вот, на если он подал в отставку, видно. в принципе, мы не можем говорить о отпуске, не можем говорить о 90 днях. Ну, увидим, 27 числа увидим. Нужно будет избирать нового спикера. А как вообще эта отставка скажется на будущем работы Народного собрания Гагаузии и вообще стабильности в Гагаузии? Учитывая, что полномочия практически я истекли. скажу, что я уже давно выступаю и говорю, что Народное собрание должно сделать только одну вещь. Назначить выборы. Все. В принципе, вот, время, кстати, время истекло. Мы уже законы не можем принимать. Да я скажу, даже и постановление и не надо принимать. Нужно просто назначить выборы, и на этом все. Мы свое хорошо или плохо уже сделали. Я считаю, что Народное собрание отработало отвратительно. Но все эти скандалы были из-за того, что руководство Народного собрания не смогло наладить нормальный общий язык, в деловую обстановку сделать Народное собрание, чтобы работали все депутаты. Тут же они отделили своих и чужих. От своей стали группой большинства, они вошли в президиум, они имеют зарплату, они имеют кабинеты, машины, все остальное. А вторую часть на улицу, ребята, мы с вами не будем советоваться, не будем говорить. И вот дошло до этого. Поэтому это очень такой плохой пример для будущего. Потому мы должны с этого сделать огромные выводы. И Бессарабу, и Кольчуку, и Дудоглу, и всем остальным. Когда мы говорим о молодежи, мы все хотим молодежь. И мы как раз таки партия, которая готовит молодежь. У нас есть специальная. Но я вам скажу, что не так легко, как кажется со стороны. Что эти уже должны уходить. А где следующие? А где следующие? Давайте мы их сначала подготовим, давайте мы выведем на какой-то уровень. Мы согласны. Мы сегодня согласны шаг делать назад. Но давайте мы сначала выведем этих людей. Чтобы не было так, что мы своими руками сами уничтожим наш регион. Кадры не готовились. Каждый созыв Народного собрания Гагаузии отличался и кто своей компетенцией, кто своим тоже достаточно скандальным поведением. Поэтому у каждого созыва есть свои особенности. Очень мало времени остается, 2 минуты. Вы говорите о том, что объединение политических сил Гагаузии – это была цель встречи этого стола, и на встречу не пришли представители социалистов, ПАС и команды Шора. Вы вели переговоры, прежде чем привлечь этих людей к следующему уже Смотрите, столу. Снова же остановимся на том, что я как бы останавливался, что нет именно что-то представителей социалистов, там, Шора или ПАС. Мы знаем всех людей в Гагаузии. Вот мы пригласили авторитетных людей, которые мы сегодня видим, кто, в принципе, где находится, кто поддерживает кого. Поэтому мы пригласили тех людей, которые были в разных в этих кругах. Но, к сожалению, например, те люди, те авторитетные люди, депутаты, примары или другие наши лидеры не пришли, которые близки к этим партиям. Это дало нам сразу понять, что в дальнейшем они и не будут принимать. Хотя мы сделаем вторую попытку. Мы сейчас сделаем вторую попытку в Чадарлонге, мы снова всех приглашаем. Увидим. Если эти люди или если команда эти не будет приближаться, ну что ж, мы создадим свой блок, свою команду, коалицию депутатов или коалицию жителей Гагаузии, которые пойдут в одном блоке для объединения Гагаузии. Люди, которые нам звонили, к примеру, сегодня, да, вы готовы с ними также связаться и пригласить их к себе сегодня приглашаю заседание? Всех. Знаете, невозможно каждого человека ждет личное какое-то приглашение. Каждого человека не можем пригласить, но мы приглашаем всех желающих, пожалуйста, приходите в Чадарлонг. Я хочу дополнить. Дело в том, что мы перед первым столом мы целый месяц делали объявление. Каждый день мы обновляли, мы делали объявление, что мы приглашаем
приглашаем всех, буквально без никаких там, ты оттуда, мы приглашаем всех жителей автономии для того, чтобы создать одну большую команду, одну большую семью вокруг Гагаузии. Все, у нас нет партии, все забыли. Мы собираемся отстаивать интересы Гагаузии. Мы пригласили всех и приглашаем сегодня. Мы не можем сказать, что вот шоровцы не приглашают. Нет, у нас нет таких шоровцев. Это все наши люди, это все наши жители. И те люди, которые и в соцпартии, и в Демпартии, и в ПАС. Дело в том, что они сегодня там. Завтра цель наша. Завтра. Они же были именно здесь, потому что у нас открыты двери. У нас, потому что наши цели и задачи – это Гагаузия. Это отстаивать интересы автономии нашей, интересы нашего народа. И представлять только себя, не вмешиваясь в политики других партий. У партии есть свои программы, свои законы, свои уставы. И каждая партия отстаивает свой интерес. Нашей партии интерес Гагаузия. Об этом говорит наша программа. Наша программа Гагаузской народной партии 90% нашей программы это автономия. Это наш народ, это наша Гагаузия. Вот, поэтому здесь смотрите, мы не можем... Мы даже пошли наверняка, навряд ли кто-то бы пошел бы на такой компромисс. Мы предложили не площадку Гагаузской народной партии, чтобы все объединялись в эту площадку, и мы шли под флагом Гагаузской народной партии. Тогда некоторые лидеры могли сказать, не, мы представляем другую партию, мы не можем войти в эту партию. Нет, мы предложили, давайте сделаем коалицию. Давайте такой предвыборный блок без регистрации, чтобы это было быстрее. Предвыборный блок, коалиция Гагаузов, Гагаузии, которая могла бы объединить всех именно для этих выборов. Если она у нас не получится, если она сорвется, конечно, мы вернемся к первому варианту, что Гагаузская народная партия, для чего она создавалась? Для того, чтобы участвовать на выборах. Потому что если мы на выборах, парламентских выборах не смогли участвовать, нас не допустили, у нас не было тогда и банковского расчетного счета, то у нас сегодня все есть. И банковский расчетный счет есть, и команда, и все есть. Мы могли бы смело идти сами, но мы снова делаем шаг вперед, делая выводы, то, что произошло в 7-м созыве Народного собрания, то, что произошло на башкирских выборах, мы хотим все-таки сразу предложить, что давайте на берегу все объединимся, давайте все вместе будем решать, как сказал Кирилл Кириллович Кангазов, давайте решать, кого выделим Башкана Гагаузии. Предложит одного, значит все, предложит только одного, значит будет один. Предложит 5-10, из 10 выберем самого авторитетного. Одного. То же самое и депутатов. Сегодня идут первые столы для того, чтобы наладить какое-то доверие друг к другу. Что мы согласны собираться, сидеть и говорить открыто, выражать свои мысли и готовы, даже если, например, не пройдет мой кандидат, наш кандидат, согласиться на другого. Для этого нужно иметь доверие и нужно увидеть реально, кого мы предлагаем. Поэтому эта работа началась. Эта работа не за один день. Ну что ж, пусть работа идет, конечно, и чтобы ее плоды были плодотворными, результаты были плодотворными. Хочу отметить для наших зрителей и слушателей, что гостями сегодня программы стали Николай Дудоглу, депутат Народного собрания Гагаузии, лидер Гагаузской народной партии, а также Иван Кальчик, заместитель председателя Гагаузской народной партии. И также хочу обратиться к людям, которые слышали сегодня свои имена, фамилии. У вас есть возможность воспользоваться правом реплики на ГРТ. Ну и, конечно, большая благодарность нашим зрителям и слушателям за то, что звонили, выражали свою позицию и смело выражали свою точку зрения. Благодарю, всего доброго, до новых встреч.